На этой неделе в Якутске побывал лидер Всероссийской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Безусловно, его приезд связан с предстоящими региональными выборами, которые пройдут в сентябре этого года. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме уверен, что якутское региональное отделение партии имеет сильные позиции. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции. Также Сергей Миронов сообщил, что встречался с главой республики Игорем Борисовым. Большие проблемы, связанные с транспортной доступностью. Прежде всего речь идет о авиационном парке и парке речных судов. Здесь действительно у республики своя специфика. Я, кстати, сказал Егору Афанасьевичу, что всегда он может рассчитывать на мою поддержку как депутата Государственной Думы с точки зрения решения вот этой проблемы транспорта, прежде всего авиационного сообщения. Сергей Миронов сделал реверанс в сторону руководства республики, которое не без успеха занимается межнациональными вопросами. Отвечая на вопрос, касающийся закона об Арктике, Сергей Миронов заговорил о государственной политике по поддержке развития арктической зоны и вспомнил слова Ломоносова. Хотя все российские политики их помнят, но на деле же пока выходит наоборот. Повторяя Ломоносова, что Россия перерастать Сибирью будет, Россия сейчас в 21 веке будет перерастать, конечно, Арктикой, арктическим шельфом. Проблема Северного морского пути, который обязательно должен быть, и здесь просто нужно понимать всю экономическую выгоду и геополитическую выгоду Северного морского пути, особенно с учетом тех санкций, которые введены против России. Если у нас появится хорошо отлаженный со всей структурой, я имею в виду и порты по всей трассе и организованная вся навигационная система, то это даст очень большие преимущества, большую выгоду, и игнорировать эту выгоду не сможет никто. Даже хотя политические установки будут там санкционные, бизнес все равно пойдет навстречу. И говоря о арктическом регионе, в том числе вы упомянули закон, необходимо прежде всего думать о людях, которые здесь испокон веков жили и будут жить. То, что уже несколько лет поняли, что вахтовыми методами, Арктику не освоишь, и надо строить и новые города, и новые населенные пункты, и как минимум благоустроить существующие населенные пункты. Вот я уже упомянул проблему транспортной доступности для Республики Саха-Якутия, это очень важная тема. И здесь, конечно, нужно государственное решение, государственное вмешательство. И несмотря на то, что вроде бы, допустим, даже вот вопрос о транспортной доступности – это проблема региональная, республики, на самом деле это федеральная проблема, потому что закрепление людей здесь, в арктическом регионе, в полярных зонах, это государственная политика, осознанная политика, и здесь всячески необходимо поддерживать и помогать в этом. Помогать, еще раз подчеркну, только за счет федеральных средств, потому что вот задача развития всего Дальневосточного федерального округа, отдельных регионов, это задача стратегическая. Журналисты интересовались мнением Сергея Михайловича по закону о территориях опережающего развития. По словам Миронова, документ нуждается в корректировке для исключения коррупционных моментов, чтобы не было лазеек для тех, кто будет пытаться решать свои меркантильные интересы. Без внимания не остался и закон о выборах, позволяющий действующим главам субъектов уходить в отставку, при этом оставаться на своем посту со вставкой в Рио. Вы правильно поставили вопрос по поводу временно исполняющих обязанностей. Но получается такая уловка. Причем мы видим, как, например, в этом году массово те, кому еще 2 года до своих выборов вдруг подают прошение об отставке, уходят в отставку, получают переставку в Рио, практически ведут избирательную кампанию в статусе руководителя региона и, естественно, имеют огромные информационные, ресурсные преимущества перед другими кандидатами, и с учетом еще и муниципального фильтра
мы же не видели ни одного случая, чтобы в Рио не победил. Да? То есть все практически, если президент назначает время исполнительного обязанности, все, вопрос решен. Но тогда, может, вообще дурака не валять, а вообще не говорить о выборах, просто пускай назначает президент, да, если у нас вертикаль такая, вот я назначаю, я доверяю этому человеку, вот он глава, значит, республики или региона и вперед. А получается вроде как, значит, демократию, значит, показываем, а по сути никакой там демократии нет. Наша позиция нашей партии отрицательная. Мы голосовали против этого закона, потому что мы сразу понимали, к чему это приведет. Мы считаем, что право граждан выбирать, кстати, вы знаете, что мы категорически противники вот той самой муниципальной реформы, которая практически ликвидировала везде выборы мэров. Всенародно. Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Люди должны иметь право избирать главу населенного пункта, любого населенного пункта. И точно так же, конечно, нужно в корне пересматривать весь законопроект и всю процедуру выбора губернаторов. Ну, я так назову, в общем. Здесь, с моей точки зрения, никакой демократии нету, просто некое такое лукавство. Далее лидер партии Сергей Миронов заявил, что выступает против уничтожения продуктов из так называемого санкционного списка. С моей точки зрения, все-таки уничтожать продукты неправильно. Если продукт поступил на территорию Российской Федерации, допустим, прямо на таможне, уже здесь у нас, и ввоз его незаконен, кто-то пытается через эти страны везти, ну, конфисковать эти продукты, направить в любые социальные учреждения. Зачем же уничтожать? Значит, я абсолютно согласен с логикой, что нельзя возвращать, потому что они снова будут, значит, лазейки будут искать. Значит, ну, знаете, как я сказал, что упало, то пропало. Все, попало к нам, значит, да, но уничтожать, ну, как-то, мягко говоря, если бы у нас было кругом изобилие. Кроме этого, российский политик прокомментировал введение цензуры в сети интернет на информацию о чиновниках. Он сказал, что выступает против любой цензуры. Люди должны свободно обсуждать поступки и действия чиновников любого ранга, чтобы для слуг народа интернет служил зеркалом. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.